Всем доброго дня, уважаемые подписчики! Сегодня у нас особенный гость. Он человек, который разбирается в религии. Его знают как богослова, эксперта по вопросам религии и общества. Его имя не раз звучало в самых сложных и острых дискуссиях о будущем Кыргызстана. Это Кадыр Маликов. Доброго дня, ассаламу алейкум. Спасибо вам большое, что вы сегодня посетили нашу студию, студию репортера KG. Итак, поговорим сегодня о самом важном, о вере, о молодежи, о воспитании, о тех последних событиях, к сожалению, которые взбудоражило общество, да, о воспитании, да, о том, действительно, что такое для нас вера в целом. Да. Недавно, в начале года, в январе, был подписан закон Садыром Джапаровым, нашим президентом, о свободе, религиозных объединениях, о том, что нужно их регистрировать и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, этот закон, да, на сегодняшний день, как он работает, вообще какая была до этого ситуация у нас в республике и вообще в целом? На самом деле этот закон, я так бы назвал, не совсем новый, потому что ранее, в 2008 году, был разработан первый закон такой, который отличался от Акаевского, будем называть, да, либерального, потому что в те времена, в 90-е, начало 90-х годов, Кыргызстан объявил о своем суверенитете и на курс на либеральную политику, да, на либерализацию, в том числе и религиозной сферы. То есть, по сути дела, государство, на самом деле, оно самоустранилось от все, что касается вообще религии, веры, понимаете, все было пущено на самотек, да. И в это время, я помню, очень много, сект, различных течений деструктивных появилось, да. И в 2008 году был принят закон, который упорядочивал эту сферу, то есть давал государству возможность не просто самоустраниться, а именно наблюдать и где-то вмешиваться, понимаете? Плюс тот закон отличался в 2008 году, что был поставлен заслон на деструктивную миссионерскую деятельность из-за рубежа. То есть почему? Потому что начались конфликты, помните, с тех времен, когда, допустим, конфликты на межконфессиональной основе, по захоронениям и так далее и тому подобное. То есть государство сделало шаг для упорядочивания этой сферы. Это, конечно, правильно. Это любое государство обязано это делать. Потому что мы граждане, государство обязано нас, эти сферы упорядочить, да? Чтобы не было угроз определенных, да? Для граждан. Да, в целом. И этот закон, который сейчас был принят, он был разработан в поправке его к 2008 году. Это новые поправки, они лежали, наверное, года 2, если не 3. Понимаете? И только недавно, в прошлом году, были, конечно, дополнения определенные, он был подписан. Теперь же государство выступает как, я бы назвал арбитр. Да? То есть она не только смотрит или наблюдает, оно уже активно участвует в этом процессе, именно как арбитр. Но какой арбитр? Именно нейтральный, да? Выдерживает, что называется, конфессиональный нейтралитет. То есть в этом и заключается секуляризм или светскость, да? То есть ни нашим, ни вашим, да? Нейтралитет, все равны конфессии, которые зарегистрировались, и она смотрит на вопросы общественного блага, я бы назвал бы, да? Естественно, в закон вошли определенные моменты, которые касались регулирования вопросов, допустим, призыва, исламского призыва, да, или миссионерской деятельности. Где-то упорядоченные вопросы, где-то остаются еще вопросы, да, этим уже должно заниматься, допустим, духовное управление мусульман или церкви, допустим, да, то есть примерно так. Самое главное то, что надо учитывать то, что время поменялось, поменялись вызовы, то есть изменились реалии. Сегодняшние реалии таковы, что общество должно быть сплоченным перед вызовами глобального уже характера, да?
также государство должно быть арбитром и одновременно защищать национальные интересы, государственные интересы от попыток, что называется, раскачать изнутри через определенные, деструктивные идеологии, секты, группы, допустим, да. Это есть. В практике всегда это было в мире, что некоторые, недобросовестные, сказать, политики использовали религиозные лозунги, религию в качестве, для достижения своих целей. Да? И самое главное, что также в этот закон в новый легла основа по защите самого ислама. Каким образом? Помните, когда некоторые выходили политики, которые использовали вот именно лозунги, определенную религиозную символику и так далее для того, чтобы пройти в парламент, да? Именно это на очень этом. актуально, кстати, перед Да. новыми. Сейчас нет, так не получится, потому что в закон в этот ввели определенные нормы, которые ограничивают или запрещают использование религии. Да, каждый имеет гражданин быть избранный и избираться, да? То есть избирать и быть избранным. Каждый имеет право, но для этого должны быть определенные моменты вот там выдержанные, да? То есть сейчас это есть не он должен- прокатит, это сейчас не пройдет, да? Это сейчас не пройдет, да. Вот. То есть вот такие вот сдержки и противовесы внесли. То есть закон, понимаете, это не как догма. Он должен постоянно обновляться с учетом новых каких-то вызовов, каких-то изменений в мире, в нашей стране, да. Поэтому закон, он должен быть очень таким, как бы сказать бы, очень динамичным, да, в плане того, что нужно где-то менять. Это вот как велосипед, да? Вот поедет велосипед, мы не узнаем, как он работает, пока он не будет ездить. Вот сейчас закон заработал, надо смотреть. Где-то, конечно, минусы есть, где-то есть плюсы. Понимаете? И вот в ходе этого уже где-то что чуть-чуть где-то дорабатывать и так далее. Но в целом закон он нужен. Почему? Потому что все-таки должна быть упорядочена эта сфера. Знаменательное событие, да, это открытие Исламской академии в городе Токмок. Скажите, пожалуйста, вообще чем она будет заниматься, какие вот там будут введены, может, нормы, как вот все вот касаемо обучения, да, вот сегодня вот открыта она, как это все будет работать, вот ваше вот видение на эту деятельность? Хочу сказать, что, конечно, очень хорошее событие, радостная, потому что все-таки исламская еще и академия, да, такого уровня, она, поднимает какой-то определенный международный даже авторитет, да, Кыргызстана, в исламском мире в целом, да, и обеспечение, как сказать, материальное, техническое очень хорошее, да, вот. Конечно, основная цель была. Кстати, эта мысль вообще об открытии академии, она появилась давно, да, еще я помню, при Атамбаеве начались поднимать этот вопрос, что необходимо, и место даже выделено было, да, и так далее, вот Токмак. Но важность то, что сегодня у государства нашлась политическая воля реализовать этот проект реально, сделать его реальным. Потому что все раньше было как бы на уровне бумаг, разработки, конечно, время потребовалось. Вот. И что все-таки решились на этот шаг. Конечно, вопрос стоял очень такой вопрос по кадрам, да, потому что всегда нехватка кадров во всех сферах, особенно и в религиозной среде тоже, да, вот. Кто будет учить, кто будет преподавать, какие предметы будут, да, но это решаемо постепенно. Самое главное, что основная цель академии – это подготовка кадров именно религиозных, потому что у нас есть нехватка острая, именно конкурентоспособных, интеллектуальных и так далее. Вот. То есть такая как бы общая была задача, да, подготовка кадров национальных, да, без выезда за рубеж, потому что у всех есть возможность. Второе, то, что выезжая часто за какие-то разные вузы, ребята, когда возвращаются, выпускники наши, они приносят чуждые идеи, допустим, какие-то даже деструктивные, да, или даже вместо знаний конкретных приносят определенные... Наоборот, навредить, да? Да, и поэтому желательно, чтобы кузница кадров была на нашей территории. То есть кто готовит кадры, тот и управляет, да, будем так называть. Вот. Поэтому стратегически важно это было.
создания системы вот образования исламского на своей территории. Вот. Но, естественно, столкнулись с такой проблемой, что кто будет готовить эти кадры? В этом вопрос, да? Наши национальные учителя, преподаватели, но которые также закончили вузы за рубежом. Можете вот сказать яркие имена? Понимаете? Нет, я в целом говорю, А вообще да? вот в целом, вот скажите, Да, яркие имена национальных наших учителей. Ну, учителей не могу сказать. Таких вот прям ярких, Да, с вот ярких. докторскими. Есть у нас доктора наук, да, допустим. Много, да? Вот. Ну, ярких как вот, в каком понимании, это мне сложновато, да, сейчас перечислять, память. Вот. Но в целом я имею в виду то, что вот эта вот академия, она должна была готовить кадры. Кадры для Кыргызстана. И, естественно, сейчас там, помимо подготовки вот бакалавриата, магистратуры, докторских, да, уровня должно быть так. И плюс еще курсы определенные, да, для имамов, для повышения квалификации. То есть есть свое здание, все полностью, как говорится, упаковано, да. Вот. Основная, конечно, вот задача, и это, конечно, покажет только время, насколько будет это эффективнее, да. Потому что все-таки здание зданиями, техника техникой, а решает все, как говорится, человек, да, человеческий фактор. Хадраджи, вот знаете, очень много на протяжении 2-3 лет было открыто мечетей, медресе. Казалось бы, духовное воспитание у нас должно было быть такое, на надлежащем уровне, да? Но последние события говорят об обратном. Вот скажите вот ваше мнение мое. Мнение, да. Я давно об мы этом идем? говорю, поднимая вопрос о том, что важна не религиозная атрибутика, не внешность, а содержание. К сожалению, ну как, может быть, как говорится, от количества потом к качеству перейдем, да? Но все-таки надо разъяснять, да, что да, мечети полные на джума намаз, да? Много мечетей построится, медресе, это свобода в религии, да, называется, вероисповедание. Это нормальное явление, но мы заметили такой момент, что количество, оно никак не может перерасти в качество. Каким образом? Если ислам или религия приходит реально в сердца, если она приходит в общество, то она изменяет это общество в лучшую сторону. Не в худшую, а в лучшую сторону. Да? И в первую очередь, на примере исламской истории ислама, ислам изменил общество и на Аравийском полуострове, и дал обществу или в целом общине безопасность. Безопасность. То есть вот сейчас простыми словами. Может быть, вы когда-то слышали, да? Обычно часто приводят примеры каких-то мусульманских стран, где, когда намаз, люди уходят на намаз и не запирают двери магазинов, где золото остается и так далее. Понятно? То есть человек не боится другого человека. Доверяет, да. Это касается многих моментов, особенно безопасности, чести, достоинства и жизни. Понимаете? То, что у нас сейчас общество куда катится, это большой вопрос. Это вопрос, наверное, нужно поднимать на общенациональном уровне, как и в религиозной среде, это внутренний, конечно, дискурс, но поднимать его надо, да, в целом. Куда? Почему? Какая причина? В чем причина? Да. Почему так все? Деградируем. Потому что многие, к сожалению, те, кто вот искренне верят в религиозные, они не пойдут ни на какие преступления, допустим, да, вот такого характера. Но в целом религия, она, знаете, она не дошла, не спустилась в сердце. Первое. Второе, то, что мы больше, к сожалению, внимания уделяем, я бы назвал бы, ритуально-обрядовой стороне ислама, а не его сути, не духовности. То есть исполнение намаза, форозо, как это делать, как дарат брать, да? Но не говорим именно, как надо любить ближнего, как надо прощать и почему надо прощать ближнего. Понимаете? Вот этот вопрос, вот эти вопросы очень важны. И, к сожалению, можно сказать, что сама траектория сейчас развития ислама в Кыргызстане, она, к сожалению, имеет тенденцию
развитие, ну, совсем в другую сторону. Не в ту, которую как бы хотелось бы более интеллектуального развития, да? То есть вы хотите а не в интеллектуальное, а в чуть-чуть в другую, в такую немного Для показухи? Немного консервативно-архаичную, понимаете, где буквалистского понимания. Развитие ислама, к сожалению, у нас сейчас идет в сторону, маил называется, ямилю, то есть тянет, да, в сторону именно буквалистско-архаичного, такого вот консервативного, сокрытого, да, мракобесия. Ну, нам нужно что? Наконец, вот Исламская академия, она должна этим заниматься, в принципе. Готовить кадры именно в направлении интеллектуального, духовного ислама, развития, да. Я просто простыми словами говорю для народа, да? Вот. То есть нам нужны, простыми словами, интеллектуальные, современные, с учетом реалий, да? Понимания, с модернизацией, да? С учетом модернизации традиционного, вот то, что укрепилось в Кыргызстане, ислам, да? Такой должен. Больше духовность и интеллект. То есть это означает научно подкрепленно. Не мифологизированный ислам, вот как я вам рассказываю, как полусказки, допустим, да, какие-то, а именно научно подкрепленный, да, исторический, наукой, да, вот. То есть с учетом именно духовности, именно развития духовности. Чтобы это сердце проснулось. Конечно, разум и сердце. Вот у человека нужно, можно сказать, внимание уделять человека, на здоровье, да. Вот на здоровье, и разума. На разум и духовность сердца. А мы сейчас качаем только совсем другое, да? И не сердце, и не разум получается. У нас это закрыто, у нас больше как бы идет вот механическое исполнение религиозной обрядовой стороны. Поэтому, конечно, в этом направлении много работы на самом деле. Вот вызовы 21 века. Мы говорим о современных вызовах 21 века, глобализация, распространение нестабильности, цифровизация. Мы живем в киберпространстве, разработка и влияние искусственного интеллекта и так далее. А религиозными терминами, если говорить, то мы живем в преддверии конца света, да? То есть в преддверии, то есть больших признаков часа, да? То, что мы читаем в хадисах. Вот надо современные вот это вот понимание и хадисы, их что? Рассматривать через призму зависимости, да? Смотреть. То есть, как это происходит, почему это происходит, причины и так далее, да? И, соответственно, готовить кадры с учетом. То есть, это называется стратегическое планирование. Стратегическое планирование, в том числе в религиозном мышлении, да? Чтобы наши верующие, мы могли думать не за вчерашним днем жить, потому что наши мысли обращены не в будущее, а в прошлое, а именно в настоящее и в будущее. Чтобы мы могли что? Планировать свое будущее. Потому что, к сожалению, нам его планируют другие. И наше мышление, оно на самом деле колонизировано. Вот есть колонизация не только, когда к вам приходят танки, там забирают деньги, да, как, допустим, да, как колонию делают, а именно бывает колонизация мышления. То есть вы живете в чужих планах, в чужих проектах, потребляете чужие ценности, да, и живете, понимаете, да, под влиянием, сильнейшим влиянием массовой культуры. То есть мы потребители все. А ислам, он предлагает альтернативу. Но какая альтернатива? Что человек, он свободен, он должен сам создавать свою картинку будущего. То есть мусульмане, у нас есть своя картинка будущего. Да? То есть так называемый dreams, да? Свое, мечты. У каждого мечты. Вот. И поэтому здесь вот над этим надо много работать. Научить верующих критически мыслить и уметь
стратегически думать, да? Ну, не всех, конечно, а вот наших хотя бы больших ученых, да, вот кто учит, чтобы это было, понимаете, мы пишем книги, много книг. Они, да, практического характера, нужные очень, да, но они все похожи, и они не изменяют на самом деле реалии. А у меня много книг тоже стоят, да, ну, я где-то, может, что-то открою, посмотрю, почитаю, а так стоят, да, когда-то прочитал и все. То есть сейчас нужно пересматривать подходы вообще к науке, к знаниям. Знания, они должны быть более практичными. Я с вами соглашусь, что это вся работа должна проводиться системно, стратегически. Да. То есть, если вы бьетесь в одну дверь, да, обязательно откроется еще одна и еще одна. Да. И, как говорится, один в поле не воин. Тут нужно Конечно. работать сообща всем. Всем, да. Чтобы как раз-таки искоренить ту самую, те события, которые мы сейчас видим. Сейчас заметили, у нас очень по численности, да, мусульман много. Вроде все умеют делать. Ну, к примеру, ладно, пусть даже это будет ситуативная религиозность даже, да? Но в целом, да, мусульманское общество, но в целом вроде бы держатся традиции, колпак одеваем, кыргызча сүйлөйбүз, да, и так далее. Но при этом, смотрите, какие ужасные преступления. Это не просто в городе, это в регионах, в основном среди, понимаете, да? Кто ближе к традициям, ближе к духовности должен быть. Педофилия, убийство, именно насилие над женщинами и насилие над детьми. И когда отец там, или отчим там, и так далее, понятно, да? То есть вы понимаете, куда мы катимся? Когда это было видано, чтобы в кыргызской семье или кыргызы раньше, да, до такого опускались. Этого не было. Это говорит о том, что мы переживаем сильнейший внутренний кризис, да? Это сильнейший кризис. Как общество, как народ. Не только у нас. Такое же, оказывается, и в Казахстане происходит. Да. Такое и в Узбекистане, и в Таджикистане происходит. Это что означает? Что это означает? Это означает сильнейший кризис по причине того, что мы берем, как бы, что да, влияние, конечно, интернета бывает, да, каких-то моментов, да, сайтов, может быть, воспитание, может быть, крыша едет там и так далее, да, вот. Но в целом, я скажу так, что несмотря на внешнюю оболочку, внутри сильнейший кризис и гниль. То есть наши ценности, в чем мы верим? В чем мы верим? На самом деле, да, мы мусульмане и так далее, по рождению, по религии, да, к примеру. Но на самом деле вопрос, в что вы верите сегодня? Вы верите в доллар. Это наш золотой телец. Несмотря на намазы, несмотря на... В целом, да, я говорю, не показываю пальцами, а в целом. Вот что решает сегодня. И мы потребляем какую культуру, чей продукт. Понимаете? То есть, где духовность? Да, духовность, она как бы красиво это говорим, призываем и так далее, да? Но это должно реализовываться. Это комплекс мер. Понимаете? Я поддерживаю, в принципе, то, что президент подписал вчера, не подписал, а дал указание, да? Смертная казнь. О смертной казни. Вот что вы думаете? Это накипело. А весь народ хочет этого. Мести. Хлеба и зрелищ. Нет, справедливости. Вот справедливости. А вот... Через месть, да. Но не месть такая мелкая, да. Я скажу так, что, конечно, смертная казнь, только одним введением смертной казни проблему не решить. Надо, это комплексный подход, о котором мы с вами говорим сейчас. То есть должно быть что? Это пресечение, до пресечения предупреждение, а именно профилактика. Проведение профилактики. То есть это нужно с детского сада начинать, обучать детей, как надо относиться к женщине. Что такое мать? Что такое сестра? Я просто приведу пример. Вот у народов, у которых еще вот это чувство есть, да? Арабские некоторые страны, да? Северный Кавказ. Кавказцы, да? Да? Угу. Потому что им с молоком матери в детстве впитывают, что женщина священна. Защита чести, достоинства, безопасности в первую очередь. Ты, мужчина, рожден для этого, чтобы защищать женщину и обеспечивать ее. Понимаете? То есть это культура сама. У нас раньше была такая культура, но она... Убили ее, да? Я не знаю, как это получилось так, но это, возможно, отсутствие уже семейного, может быть, воспитания, да?
время нет. Вы заметили? Вот кто из вас учит своих детей? У нас нет времени. Вот сейчас я вам говорю эти слова, у меня нет времени своих детей учить. Каким-то навыкам, каким-то основам. Иногда где-то быстро это все, а время-то идет, они уже взрослые, все. Понимаете, мы упускаем. Поэтому, смотрите, в исламе основа, да, в целом, я просто объясню, основа такая, что есть понятие общественная польза или безопасность. Да? Есть такое понятие неприкосновенные права. Нет, вы правильно говорите насчет детей, я с вами соглашусь. Нужно воспитывать действительно мужчин с детства, показывая Конечно. своим примером, как нужно относиться к женщинам. Но реалии практики таковы, что все наоборот идет вообще. Меняйте систему, учите. Где Молдолор? Почему? Где государственные эти садики, школы, телевидение? Где это? Понимаете? Это же цельная. Она не так, что сегодня мы поговорили и забыли. Нет. Это комплексная работа, и это, как бы сказать, процесс. Чтобы такие новые поколения воспитать, нужно целые сколько десятилетий. Об этом поднимался вопрос давно. Но как-то всем все равно. Пока петух не клюнет. Понимаете? Смертная казнь – это не панацея, но она нужна. Как возмездие, как справедливость. Это не противоречит канонам ислама? Нет. Ни в коем случае. Потому что, как и в Библии, в Ветхом Завете, так же и у нас, если человек убил без права другого человека, то ему равное возмездие – смерть. И если родственники простят, то это лучше. Кто простит, это лучше. И знаете, в чем отличие судебной системы? В исламе, в шариате, не судья выносит приговор, конечный, быть или не быть, а родственники потерпевшего. То есть его отец, там, брат, сын, да? Близкие. Да. А до этого судебная система работает на то, чтобы выпросить у родственников жизнь за преступника. Он отсидит, он выплатит штраф, да, компенсацию большую, да, но он сохранится жизнь. И в конце года, в течение года это делается, в конце года, если они настаивают на применении смертной казни, она приводится в исполнение. То есть это более справедливее, да, вот. И плюс смертная казнь в исламе это не месть просто, нет. Это что? Это пресечение, это показ о том, что профилактика также, о том, что человеческая жизнь, она что-то стоит. Потому что в исламе человеческая жизнь, как и в Библии, и в Евангелии, в Ветхом Завете, в Евангелии, жизнь человеческая, она превыше всего. В Коране сказано, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, и мы предписали сынам Израиля, да, «Вакатабна аля бани Исраиля», если кто убил живую душу не по праву, да, тот подобно убил все человечество перед Всевышним. То есть один человек приравнивается к всему человечеству, жизнь человеческая, она как вселенная, да? Убивая человека, человек убивается вся вселенная. И поэтому цена человеческой жизни на самом деле она дорога. Венец творения Всевышнего – человек. Его честь, достоинство, да. А посмотрите сейчас, один из признаков, кстати, приближения часа, когда человеческая жизнь не будет цениться. Это войны, столкновения, сбил человека, убил, надавил, отравил и так далее. Да? И страшно читать. Вот, заметили, в Кыргызстане у нас почему-то общество становится злым. Я ложусь злым и просыпаюсь злым. Да, вот как это? Я открываю, а там убили, повесили, истязали, насилие. Один негатив в новостях, на улицах все злые, на дорогах все злые, понимаете? Какие-то колючие, да? Даже вот, когда ко мне подходит человек в других странах, мы улыбаемся друг другу, говорим, как дела там, ну, на иностранном языке, да? К примеру, на арабском или на испанском или на другом. А здесь, когда к вам подходит человек, вы напрягаетесь, и у вас первая мысль, что он от меня хочет, что ему надо. Это ненормально, согласитесь, это ненормально. Это говорит о том, что у нас общество больное, да? То есть нужно что-то делать, лечить. Как лечить? Ну, у нас много врачей. Это вот молдо, это священник, это вот репортер, журналист, госчиновник, социальный работник, да?
представитель культуры, допустим, да, и мы все, как лебедь рака, ищут в разные стороны. Все мы говорим об этом. Проблема есть. А как решить? А потому что никто не делает ничего. Или делает как, потому что мы живем другими ценностями. Ценность, я говорю, доллар сейчас, деньги. Все. Вот идеология рынка, базара, да. Поэтому, конечно, я не обвиняю ни в чем население. Мы сами, да, население. Я говорю о том, что жизнь становится трудней. А везде коммерциализация, везде рынок, базар. Понимаете, мы как большой базар, да, на самом деле. Кто кого лучше обманет, кто кого лучше быстрее кинет. Примерно так вот. И самый лучший тот, кто не даст, чтобы его кинули и обманули. Да? Самый умный. Вот примерно так. То есть это ненормально, это не человеческая жизнь. Цены растут. Что-то такое происходит, да? То есть динамика, хорошего много развития в обществе. Но нам надо обратить на эти внимание, на эти моменты, чтобы снизить вот эти вот как бы минусы, да. Что вы предлагаете? Может, вести какие-нибудь уроки в садике, в школе, конечно, в университете? Конечно. Что вот выход в из этой ситуации? университете Чтобы вырастить здоровую нацию. надо начинать, с садика сложновато, конечно, говорить, но школа, по крайней мере, государственные школы, система, они должны об этом думать. Нам нужен предмет не религиоведение, там религиоведческий предмет, знания там о культуре, религиях и так далее. Это просто информация, я могу в интернете найти. Нам нужен предмет именно воспитательного характера. Пусть даже будет предмет, который адеп, салт, адат, да, кыргызский, обучает, приходит аксакал там или как-то, да, вот. Но через это дается как бы нормы нравственности, беседы о нравственности. Да? Что такое хорошо, ребенка учите, что такое плохо, и примеры, да. Я просто приведу, я случайно смотрел канал раньше, лет 5 назад, увидел где-то в какой-то республике, из Северного Кавказа, там у них такая система, в садик приходит, или как Чечня, кажется, приходит один молдо, другой аксакал, да, в садик, и они детям, один говорит о вере, а другой говорит о национальных чеченских обычаях, да, понимаете? А где-то еще я видел в Карачайце, да, Карачаево-Черкесия, также Кавказ. Карачайце, да, заходит аксакал, и он детей, студентов в школе вроде бы обучает вот национальным традициям, обычаям и как относиться к женщинам, к девушке. Даже вплоть до как устуханы делятся, потому что у них на наш похоже, да, там кой, да, там даже у устухана название одно и то же. То есть показывают даже вот самое необходимое, что должен знать мужчина. У нас, я не знаю, аксакалы есть, нет? У нас есть они, но больше это такой вот антураж, да, то есть борода, обычно мы их видим на колпак и так похоронах, далее. на тое. Нет, да, на больших мероприятиях, да, на почетных местах. Да. Почетных местах. Устуханы почетные, все. А где работа? Где, да, должны быть аксакальские суды. То есть я говорю об институте, не конкретно об аксакалах, а об институте аксакальском. Его практически не существует. Да. Понимаете? Поэтому это надо все возрождать. Не поверхностно, что было, а суть сама, да? То есть наши не традиции. Не для галочки, а чтобы действительно это все работало. Да, работало и влияло на поведение человека, на поступки. Пока не будет на поступки влиять, на отношения, это все останется на устах красивыми словами. Дороджи, давайте поговорим о нафсе. Вот вы говорите, что в сердцах сейчас у нас, к сожалению, допустим, она есть вера, да? Мы во что-то верим, конечно, да? есть вера, у есть. Каждого это есть, да. У каждого живого существа. Вот скажите, вот вы говорите, что есть у кого-то доллар, да, у кого-то власть. Давайте поговорим о нафсе. Вот сегодня. Нафс – это страшное явление. Чем больше власти и денег, тем больше нафс. Тем больше он хочет. Так создан человек. Что человек, вот смотрите, даже рука Всевышний создал не так же отдавать, а в основном загребать, брать. Шутка, конечно, это шутка. А на самом деле вся наша жизнь – это есть борьба со своим эго, с самим собой. То есть смысл нашей жизни, помимо поклонения Всевышнему Аллаху, если мы говорим по исламу, это также самосовершенствование. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вама урсильту илля лиутаммиму макаримуль ахлак».
Я был послан только для того, чтобы довести нрав до совершенства. А вот еще хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел бедуин и спросил: «Я Расулуллах, ма хуа дин?» «О посланник Аллаха, что такое религия?» Он ответил одним словом: «Хуснуль хулук», то есть благонравие. То есть смысл наш, вообще, вот, чтобы людей, чтобы мы были людьми, это быть с благим нравом. То есть прощать ближнего, любить ближнего, помогать, независимо от веры, от возраста, я не знаю, от социального положения, да? То есть возлюбить других людей. И даже хадис, второй вариант хадиса, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, и только верующих, то есть только хорошо относиться к верующим друг к другу, он сказал: нет, поистине ко всем людям. Да? То есть все люди, независимо, просто если человек, быть человечным. И вот нафс, вот эта проблема большая, то что нафс, он, как бы сказать, его надо контролировать уметь. Контролировать только через духовное. Потому что разумом невозможно его обуздать. Это только когда иман, вера, богобоязненность будет называться. Да? Потому что нафс боится смерти, он боится судного дня, допустим. Да? Он ненавидит смерть нафсом. Да? И поэтому он нужен также человеку, чтобы продолжать род. Потому что животный мир, вся эта жизнь, она пышет и строится на нафсе. Это соперничество. Стать лучше. Если бы этого не было бы цивилизации, расцвета, открытий научных. Да, вот. То есть нафс нельзя убить, его не надо убивать. Его надо просто правильно контролировать, чтобы он не управлял вами. Чтобы разум управлял нафсом, а не нафс разумом. Есть такой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если человек, да, далек от веры, от религии, да, и то он как бы попадает под нафс, да, и он становится хуже животного. Потому что у животных нет разума, но есть только нафс. И наоборот, если человек, да, также подавляет нафс, верит в Всевышнего и так далее, то он лучше, чем ангелы. Почему? У ангелов нет нафса. Понимаете? То есть у нас уникальность человека самого в том, что присутствует и духовное, и нафс, и разум. Да? То есть душа, нафс, разум. И вот надо найти баланс, да? И контролировать нафс именно. Не убивать, не запрещать. В крайность запрещено в исламе. Запрещается ля ифрата ва ля тафрит. Запрещены крайности в исламе. Да? Поэтому золотая умеренная середина. И вот нафс, и мы говорим, если о нафсе, в целом, то есть еще один канал, который влияет на наш нафс в массовом порядке. То есть это массовая культура. Это влияние через средства массовой информации, через фильмы, Голливуда в основном, в котором в основном основная цель – это гедонизм, получение удовольствий, чтобы человек жил как животное, да, мягко говоря, только думал об основных вещах, да, поесть, там, поспать и так далее и тому подобное, да, примерно так. Вот, и поэтому вот это внешние игры, мода, да, вы заметили, все наши дети повторяют: я хочу такой же телефон, я хочу также отдыхать в Турции или в Арабских Эмиратах, да, как там моя одноклассница, да, или одногруппница в садике даже, да, с этого приучиваются, да. То есть именно соревнования в чем? В этом. Положении. Да, в положении, в финансах и так далее. Чей отец богаче, чем я круче, а мы крутые, папа, или мы крутые, мама, да, допустим, спрашивают дети. Влияние вот этой вот страшной идеологии на самом деле, ее называют, то, что я в целом говорю, сейчас продолжается и идет сильная информационная атака и война на самом деле с целью разрушения наших ценностей. Вот пример, что сейчас происходит в Кыргызстане, в обществе, да, это результат этой войны, да, целенаправленной, кстати, вот, по разрушению, деструктивные идеи, да, приходят. На самом деле эти ценности все называются ложными, и они от антихриста, от даджала. То, что мир сейчас стоит на пороге, да, каких-то перемен.
Это все подтверждается хадисами, большими признаками часа. Да? И все вместе, вкупе, если мы посмотрим, вот этот вот поток информации, да, массовой культуры, массового потребления от этого, да, из нас делают клиповое мышление, чтобы мы не думали, да, что только потребителями, да, вот это вот материализм страшнейший, да, погоня за наживой, поклонение чуть ли не деньгам и так далее определенной части людей. То есть это все с целью разрушить ценностные системы наши традиционные. Кому это выгодно? Есть определенные группы, чтобы управлять миром. Возможно, так. Возможно, дух антихриста, да, Даджала. Это все есть. Понимаете, просто это, как бы сказать, это надо видеть, да, в определенных вещах, изучения, да, допустим. Но это все есть. И поэтому, конечно, здесь для нас нужно не смотреть на какие-то международные акты, конвенции. Некоторые нужно соблюдать, но те, которые противоречат нашей безопасности, нашим ценностям, да, допустим, где-то нужно быть более суверенней, что называется, да, потому что народ наш действительно имеет суверенное право, как источник законодательства, да, будем так сказать, по Конституции, и поэтому введение, допустим, возвратимся назад, смертной казни для страшных вот таких вот убийц, насильников, да, я считаю это нормальным, да. То есть, если мы решили, мы должны это делать. Наш народ, наш президент, наше правительство, к примеру, да, естественно, не должно быть политических преследований, использовано для политических целей. Да, для своих целей. Или судебных таких грубых ошибок. Конечно, надо суд прочистить и прям выгнать всех, вот кто взяточников, там, тот и так далее, да, очистить и все, чтобы судебное решение по любой апелляции или там сомнению, да, чтобы это пересматривалось, не было, вернее, этого реализации судебной казни, да, исполнения. Я приведу пример. Допустим, в исламском праве судья, если он вынес неправильный приговор именно с целью получения взятки, да, там начислил или подставил и так далее, то судья не просто отстраняется от работы там, или там конфискуется у него имущество, ему начисляют такой же срок, который он вынес другим. Да. Вот он работал судьей, воровал, да, брал взятки и там скашивал, например, с 15 лет насильнику давал 5 лет. Вот 10 лет раз уже, кому-то там еще 10 лет, вот уже 20 лет, понимаете? За каждое дело начисляется. Бывает, некоторые в истории приговор получали по 300, по 200 лет. Ну, естественно, это все уже смертное. Ну, как смерть. Ну да, он там умрет. Да. Поэтому очищать судебную систему. И не применять данные виды наказаний, да, к примеру, да, в политической борьбе. Или в каких-то корыстных целях. Да. Суд, на самом деле, это сердце государства. Если судебная система, суды справедливы, то отношение к власти, к судам, потому что человек всегда ищет справедливости, куда он обращается? Суд. То есть вот на сегодняшний это день мерило, да. Градусник. Да. Фемида. Да. С весами, как говорится, плохо, хорошо. Да. И действительно выносить справедливые решения. Вот как Да. оно есть, без различных манипуляций, конечно, навязывания как есть, какой-либо. А вот на сегодняшний день какая у нас ситуация? В чем именно? Вот в судах. Ну, я не могу сказать. То есть без информации. Ну, вроде бы что-то ловят, зарплаты повысили. Вот что у нас есть хорошее на сегодняшний день? Люди. Мы сами. Потому что человек проходит определенные испытания, изменения. Но он остается человеком. То есть всегда есть возможность, что называется, исправиться, пересмотреть. Для этого есть разум. Да? То есть то, что я сегодня здесь говорил, возможно, критики много, немного желчи, да? Но это для того, чтобы где-то, чтобы мы начали думать, чтобы мы начали как-то переосмыслять, да, и жизни свои, и общество, и постараться быть лучше. Просто научитесь улыбаться друг другу, научитесь желать друг другу хорошего, да? Научитесь на мир смотреть с оптимизмом, потому что это требует ислам.
Потому что даже когда наступает судный день, конец света, пророк саллаллаху приказывает посадить дерево. То есть, если даже наступит завтра, посади дерево. Да? То есть, это означает, что жизнь продолжается, и все будет хорошо. Я верю в то, что... Потому что я смотрю, изменения есть в Кыргызстане. Изменения, во-первых, такое вот, возможно, мы сейчас такой на переломном моменте, да, каком-то, но какое-то изменение есть в лучшую сторону, я не имею в виду материально. Оно, как говорится, да, строится, слава Богу, укрепляется страна, приводится в порядок, да, за 30 лет вот это, где-то есть, конечно, какие-то моменты, но в целом, мне кажется, все-таки у нас общество, оно хорошее, да, в целом, народ добрый, хороший. Есть традиции, есть, просто их надо применять и возрождать. Ислам то же самое, да, духовные ценности. Нам нужно правильно просто уметь трактовать и где-то больше акцент делать и самим исполнять. Не просто говорить, а начни каждый сам с себя. То есть стань лучше, добрее, допустим, да. Не просто когда я красиво говорю, а именно когда действую. Кадыр Аджи, спасибо вам большое, что сегодня действительно вот мы могли бы с вами и еще быть часок пообщаться, потому что те вещи, которые вы говорили, я думаю, что это имеет огромный, большой смысл, да, в связи даже с последними событиями, потому что вот вы правильно сказали, что если ты хочешь, чтобы мир изменился, измени себя. Вот сегодняшнего дня. Не завтра, не послезавтра, а сегодня. И почаще нужно улыбаться. Действительно, ведь мир прекрасен. А вы, уважаемые подписчики, оставайтесь на наших социальных страницах на Репортер Киевича.